Дурсултан Таганова – известная туркменистанская активистка. Мы прогуливаемся с ней по одному из районов на окраине Стамбула. Недалеко отсюда она снимает квартиру. Показывать, где конкретно, нельзя. Для того, чтобы туркменистанские власти не нашли ее, Дурсултан постоянно меняет место жительства. В крошечной полуподвальной квартирке Дурсултан живет с Муэзой и Белкой. Кошек она подобрала на улице и оставила себе, чтобы не жить совсем одной. Говорят же, запах родины. Так вот, по этому запаху я очень соскучилась. Я выросла в селе. Так скучаю по этому звуку ночью, когда сидишь на топчине, сверчки поют. Соскучилась просто по нашим помидорам. Но главное, конечно, я хочу увидеть свою семью. У себя на родине Дурсултан не была больше 10 лет. В Туркменистане у нее растет сын. Когда ему было всего 2 месяца, Дурсултан пришлось оставить ребенка и уехать работать в Турцию. Другого варианта прокормить ребенка у молодой матери не было. Когда я оставила своего ребенка, чтобы приехать на заработки, ему было 2 месяца. У меня приходило молоко. А в семье, где я готовила и убиралась, тоже рос 2-месячный ребенок. Я старалась поскорее закончить, чтобы поддержать его на руках. На этой неделе сын впервые за все эти годы спросил: «Когда приедешь?» От неожиданности я ответила: «Я никогда не приеду». А я смотрю, он плачет. Первый раз за все это время. Да, за ним очень хорошо смотрят, его любят. Но мне так тяжело, потому что у меня чувство вины, мучает совесть. Я не могу ни поехать туда, ни забрать его. Поэтому я больше никогда не выйду замуж и не заведу ребенка. С тех пор, как по просьбе официального Ашхабада в Турции ввели визы для туркменистанцев, у мигрантов оттуда появились серьезные проблемы с документами. Нелегалов из этой страны и без того было очень много. Обновлять просроченные паспорта можно только на родине, а вернуться обратно после депортации практически невозможно. Поэтому многие туркменистанцы делают все, чтобы остаться в Турции, даже нелегально. С маленькими зарплатами, без медицинских страховок они берутся за любую работу, потому что на родине они не заработают и половины этих денег. Большинство туркменов приезжают сюда со своими маленькими мечтами: купить машину, обучить ребенка, но остаются тут десятилетиями. Не могут обновить паспорта. Большинство из них нелегалы. При этом отправляешь часть денег домой, собираешь деньги на главную цель – покупку дома или машины. При этом надо самой прожить. Некоторые женщины выходят замуж, чтобы остаться здесь. Таких много. Неофициально в Турции около 1 миллиона туркменистанцев. Из них треть имеют разрешение, остальные нелегалы. А есть туркменистанцы, которые уже никогда не смогут вернуться домой. Это кладбище Кильёз близ Стамбула. Здесь хоронят бездомных, а во время пандемии сюда привозили погибших от коронавируса. Среди захоронений десятки, а возможно сотни могил туркменистанцев. Некоторые из них перед смертью не смогли улететь. После пандемии в правительстве Бердымухамедова подняли цены на билеты в несколько раз. Соотечественники, это кладбище для бездомных Кильёз. Вот, смотрите, тут похоронены туркменистанцы, как вы видите. А это пустые могилы. Пусть они пригодятся сотрудникам консульства, которые требовали у умирающих людей по 3,5-5 тысяч долларов. И вы тоже, в конце концов, окажетесь в таком месте. Задумайтесь, мы обошли все кладбище. Тут нет ни узбеков, ни кыргызов, одни туркмены. Некоторые туркменистанцы умерли просто потому, что у них не было медицинской страховки. Так было с посудомойщицей Бахаргуль Бекниязовой, вот ее могила, с детским врачом Аннагуль Касымовой и с десятками других мигрантов из Туркменистана, говорит Дурсултан. И не только она, ведь есть истории, которые мы не знаем. Была женщина-туркменка, у нее не было здесь близких. У нее было кровоизлияние на работе. Мне позвонил ее начальник узбек. Ее даже некому было хоронить. Мы нашли сына женщины и отправили ему одежду, в которой она умерла, и сфотографировали могилу. Есть и мужчины, которые приезжают на заработки и потом умирают тут. Например, одна семья искала сына. Мы нашли его. Он, оказывается, умер тут. Туркмены, когда слышат такие вести, собирают деньги на могилу. Рассказывая обо всем этом, Дурсултан серьезно рискует. Туркменистанских активистов часто задерживают, а потом экстрадируют на родину. За последнее время в Турции арестовали 6 соотечественников Дурсултан. Что с ними потом происходит, где они содержатся, и даже то, живы ли они, не могут узнать даже самые близкие родственники. В тюрьмах Туркменистана за годы независимости без вести пропали сотни человек.
Korkuyorum tabii ki. Боюсь, еще как боюсь. Если я вам расскажу, что только не сделали, чтобы меня отправить в Туркменистан. Сейчас продолжается судебный процесс, где меня обвиняют в оскорблении и угрозах. Я хочу просто защищать права туркменов и объяснять им, какие у них есть права. Если я все-таки попаду в Туркменистан, я не верю, что вернусь оттуда живой и здоровой. Ни дня я не спала спокойно, особенно после того, как многие друзья уехали. Но и молчать не могу. Молчать и не говорить о том, что происходит в Туркменистане, не смог и Алишер Сахатов. В своих роликах в соцсетях он критикует и туркменистанских дипломатов в Турции, и самого Аркадага, и его сына, президента страны. Если мне будет страшно, если ему будет страшно, то будем вот так жить, понимаешь? Всю жизнь будем на коленях вот так ходить, понимаешь? Надо же когда-то начинать. На Алишера, как и на близких Дурсултан, на родине очень сильно давили. Вызывали в полицию, угрожали, заставляли подписывать разные расписки. Поэтому в конце концов Алишер решил, что он просто разорвет связи со своей семьей. Я их заживо вот так в голове похоронил. Потому что, когда я начал говорить на экранах, да, вот тогда уже началось их... Это МХМ, начало их... МХМ – это Министерство внутренних дел, да, Туркменистана. Они начали пугать моих родных, забирать их, пугать. Вот прямо вот так скажи, позвони ему, чтобы он замолчал. Что такое диктатура жителям стран Центральной Азии, объяснять не надо, говорит Алишер. Но как не пропустить момент, когда ты сначала миришься с тем, что власть отобрала у тебя некоторые права, а потом вдруг внезапно обнаруживаешь, что даже не можешь просто так купить в магазине хлеб или муку? В Ашхабаде по 4 килограмма, у меня даже в Ютубе есть, да, по 4 килограмма муки продавали, в нагрузку продавали чупа-чупс. Понимаете, вот это дико, это я не знаю. Но я там сказал, сосите сами эти чупа-чупсы. Мы виноваты. Наше общество виновато в этом. Вот на сегодняшний день, вот за 32 года, да, была какая-то борьба, но победителем всегда диктатура выходила. И на данный момент она сильнее, чем наш народ. За все эти слова на родине Алишера ждала бы тюрьма. Но так как Анкара теперь начала выдавать туркменистанских активистов, быть уверенным в своем будущем он не может и здесь, в Турции. В любой момент его могут схватить и вывести из страны, как это было с другими его земляками. Ты не знаешь завтра, что будет, понимаешь? И эта диктатура, да, вот, чем больше на экранах, она тем больше хочет, чтобы я замолчал. Понимаешь? И она будет добиваться того, чтобы экстрадировать или же украсть, как из России украли нашего 2 активистов. Молчание на данный момент знак согласия, да, и это молчание играет против нас. Джибек Бегалиева, Азат Интымаков. Настоящее время Азия. Стамбул.